Здравствуйте, Фарух. Здравствуйте. Как вы считаете, связан ли ребрендинг компании с тем, что название Телеосанера ассоциируется с коррупционным скандалом в Узбекистане? Ну, вчера сама компания отказалась от комментариев, но, естественно, здесь ясно, что эти шаги связаны с этим скандалом, который нанесла очень большой ущерб компании Телеосанера. Она понесла большие убытки, и как раз вот на этой встрече акционеров, которая прошла на прошлой неделе и закончилась на этой неделе, они объявили, что в первую четверть доходы компании упали почти на 5%. И это все, и они признали, что эти потери связаны с коррупционным скандалом, который были в странах Азии и в первую очередь в Узбекистане. Какие шаги еще намерена предпринять Телеосанера, теперь уже телекомпании, с тем, чтобы отмежеваться от всех этих ассоциаций? Телеосанера объявила еще в прошлом году, что она будет выходить из рынка азиатских стран. Телеосанера — это не единственная компания, которая меняет название. Вимпелком, который также обвинялся и признал, что давал взятки высокопоставленному лицу в Узбекистане и заплатил рекордную сумму штрафа в Америке, тоже объявила о том, что будет менять название. Следствие ведется сразу в нескольких странах, оно продолжается уже в течение нескольких лет. Можно ли сказать, что именно коррупционный скандал, связанный с Гульнарой Каримовой, является основной частью этого расследования? Да, конечно, можно об этом сказать, так как власти, следственные органы в Швеции и в Швейцарии, они открыто заявили, что Гульнара Каримова является фигурантом этих дел, которые там ведутся уже с 2012 года. То есть она является подозреваемой в получении взяток в крупном размере. И что касается Телеосанеры, прокуратура Швеции пытается предъявить обвинение, и я вчера разговаривал со следователем, который ведет это дело с самого начала, Гуннар Стетлер. Он сказал, что осенью будет решаться вопрос, выдвигать ли против компании и доводить ли дело до суда, куда, возможно, будут уже обращаться в следственные органы Узбекистана или к властям Узбекистана для того, чтобы получить какие-то показания от фигуранта этого дела Гульнары Каримовой. Как вы считаете, есть ли вероятность того, что Гульнару Каримову вызовут на допрос? Насколько мне известно, и шведские власти, и швейцарские власти, и даже, по-моему, власти Нидерландов обращались к властям Узбекистана для того, чтобы предоставить доступ к одной из фигурантов этого дела, Гульнаре Каримовой. До сих пор никаких ответов со стороны Узбекистана, формальных ответов не было.